Ух ты, блогеры. Привет, пацаны. Ассаламу алейкум. Почему блогеры? Не знаю, микрофон такой крутой. Это был фильтр. А микрофона нет? Спасибо. Тебя тоже. Есть. А кого там поздравляют? Я шучу, если что. Так вы блогеры или не блогеры? Не, просто микрофон такой. Хотел передать привет, думал. У меня в Казахстане, у меня в Казахстане тетка живет, как Шатау. О, мы рядом. 300 километров от Шатау. Да, что в Казахстане 300 километров для бешеной собаки, да? 4 часа ехать. 4 часа на этом, на конях. На коне. Еще и поесть. А вы на какие темы общаетесь? Как вас зовут? Меня Султан зовут. Султан, а вашего друга вот этого Сыроежкина? Владислав говорит. Владик, привет, Владик. Ты какой-то неуверенный в себе. Владик, можно тебе вопрос один? Даже два. Сколько будет 7 умножить на 8, Владик? Подожди, еще почитаю. Влад. Я не знаю, 54. Молодец, красавчик. Султан, скажи красавчик, да? Нарисован. Если бы ты с ним договорился, что 7 часов по 8 тысяч тенге, еще бы 2 штуки себе заработал, да? А, 56. Да. А прикольно, да, таких на работу брать? Говорит, я тебе плачу за 7 часов по 8 тысяч. Сколько тебе вечером? 54. Держи, получи. А в телефоне батарейка села, понимаешь? Интернет пропал, и все. Владик, все. Без 2000. Владик, второй вопрос. Только не обижайся. Как будет столица на казахском языке? Астана. О, красавчик. Красава. Ну тут, да, реабилитироваться, да, Владик? Не, вот честно, я сейчас боялся, потому что ко мне какие-то вопросы попрут по К математике. тебе тоже есть вопрос, Султан. У тебя IQ намного выше, тебе более сложный вопрос. А с чего вы взяли, что у меня выше IQ? Ну ты где-то на сантиметров 20 выше, чем Владик, понимаешь? Уже там больше. Не, он выше. Я 1,75 м. Ну смотри, на 1,75 м тебе вопрос, можно? Давайте попробуем. Сколько будет 2 плюс 2 умножить на 2? Не спеши, не спеши. Владик, не подсказывай глазами. Владик, все, ты молодец. 5? 6? Нет, 6. Владик, согласен, Владик? Честно, кивни головой. Ну 2 на 2, 4, плюс 2, 6. Вообще идет сначала умножение, потом прибавление идет. Хорошо, 6, Султан, тебе вопрос. Столица Португалии. Нет, Аргентина это. Не знаю. Честно. Аргентина это страна. Девчонка ржет с вас там где-то сидит. Лиссабон. Охренеть, откуда ты знал? Не Лиссабон? А ты не уверен? Я не уверен. Владик? Столица Португалии, я говорю Лиссабон. Не, а Владик подтверждает или нет? Я не фанат футбола. Да почему футбол? При чем тут футбол? Я говорю, что у Владика IQ... У Владика IQ как у рыбки гуппи, знаешь, такая типа? Как у табуретки. Я бы попросил. Нет, табуретка, смотри, табуретка еще, у нее этот... на генном уровне. Хорошо, последний вопрос. Владик. Нет, подождите, вы ответьте, я правильно? Конечно, правильно, конечно, правильно. Султан, тебе последний вопрос. Скажи на казахском языке, я гражданин Казахстана. Менің азаматын. Менин елим. Гражданин это же этот азаматын, нет? Я ебу, неправильный ответ. Не скажу. Блин, жалко. Владик, выручай друга. Нам не кататься. Вообще-то. Ну давайте теперь... Не, подожди, ну надо закончить викторину. Я гражданин Казахстана. 3. Я как будет? Мен. Гражданин. Не знаю. Азаматын, наверное. Азамат. И Казахстана. И все в кучку. Я так и сказал. Примерно Менин, Азаматын, Не, я не скажу. Даже не выговорю. Так Менин это моя или мой? Менин я сказал. Менин это мой. Ну я, да. А на секунду ведущий викторины. Вы же не представились. Что представиться? Вы же не представились сами. Меня зовут дядя Вася. Дядя Вася,
А сколько вам лет, извините, вопрос можно задать? Ого, начинаешь с козырей сразу. Ты думаешь, я не отвечу? Думаю, да. Ну, сколько лет, тем не менее? 40. Я еще помню Советский Союз. 40 плюс. Не, мне надо точная цифра, пожалуйста. Я хочу задать вопрос свой теперь. 47. Точно 47, скоро будет 48. А сколько бы вам было, если бы вы родились 10 лет назад? Сколько бы мне было? Если бы вы родились 10 лет назад. Сейчас сколько бы мне было? Ага. Капец, какой сложный вопрос. Да ладно, вы притворяетесь. Я же вижу. Даже я ответила на это. Один ответ. Бля, сложно, я не знаю. Ну, первое, что в голову приходит 10, но это ж неправильный ответ. Но тем не менее, ответ дайте. Ну, давай, пусть будет 10. Правильно, Молодец. правильно. Охренеть. А у вас там Владика нет, который будет вам этот ответы там подтверждать? Что? Типа мнение эксперта, как вы в конце же вы спрашиваете, Владик. Как у меня Да, подкалываете? да. Типа, Владик, ты как считаешь, правильно? Не, правильно? ну это вы в одной команде, а я ж ваш оппонент. У Нет. меня нет. Не, он я же вас спрашивает. Он же спрашивает, у вас будет какой-то Владик, который будет? А, не, у меня Марик есть где-то. Марик. Ага. Я так понял, у них IQ похоже, да? Нет, у Марика, наверное. У Марика чем больше, чем Владика, честно вам скажу. Да. Без обид, Владик. Нет, честно, вот нет, дядя Вася, нет. я могу сказать вот одно. Вот сколько я заходил в чат-рулетку и специально ставил Украину, Мгм. чтобы поговорить украинскими, не просто так. Первый вопрос украинца, я могу сказать, из 10 8 человек, Ага. они задают вопрос не такой, там, столица Португалии, или там 2 на 2 много плюс 2, вот это. Ага. Они задают вопрос, а ты за кого? Ты за Россию или за Украину? Тем не менее, вы вот сегодня произвели очень большое впечатление, на самом деле. Большое, Что есть да? такие. Так вы за кого? Так вы за кого? Я за Казахстан. Так вы же не называли Казахстан в вариантах ответа. Это мой вариант. Мой ответ. Это мой ответ. А там не было, в этом бюллетене только два. Я могу просто сказать так, что я пацифист. И все. Это ты типа с мальчиками? Да. А, ну, тоже бывает. А ты гетеросексуал, Владик? Я гетеросексуал, да. А друг пацифист. Ну, на хорошая компания. А девочка знает, что вы пацифист? Девушка, вы знаете, что такое пацифист? Нет. Вот. Загуглите, будет интересно. А вы мне скажите просто и все. Это пациент дурдома, когда он выпускается, он пацифист называется. Да. Понятно. Выпускник дурдома, пацифист. У вас неверные данные. Пацифист это пацик конкретно. Видите? Как Я вы красиво сказал. живете. Красиво живем. А можно тогда свой ТикТок прорекламировать? А свой ТикТок нет, 1000 тенге у меня реклама стоит. Что так дешево? Не, ну мы вам Я начинающий этот пацифист. Ой, популярный. Давай дам карточку Каспис. Ну давай, сегодня скидка 500 тенге. Давай, 500 тенге скинешь, даю тебе 3 минуты, будешь рекламировать. У меня сейчас смотрят 84 тысячи людей. Не, на самом деле вы тоже молодец. Вы мне тоже контент делаете. Не переживайте. Давайте какую-то песню споем. Любые. За вас. Какая ваша украинская песня любимая? Любе. О, Любе, давай Любе. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україна будем Расторгуєва їбати. Батько наш Бандера, і Любе йде нахер, ми за Україну будем Расторгуєва Ніколая їбати. Нормально? Да. А ты какая про еще Крым? любимая группа у вас есть? Что-нибудь с Крымом давайте споем. Крым. Путин хуйло. Ла-л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 а. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Путин хуйло. Возможно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай. Нормально про Крым? Да, нормально. Офигенно. Мы польщены. Какую еще песню? Могу вот этот спеть Шуден Боинда. Знаете песню? Угу. Шуем будем, да, давай. Знаете слова? Я просто слов не знаю. Не, мы же я не казах. А ты, Султан, ты кто по нации? Азербайджанец? Рус- русский. Курд? Понятно. Это я так просто играл. Ладно, пацаны и девчонки, давайте, удачи вам. Все, вам тоже все хорошо, давайте. 500 тенге на карточку кинешь, нет? Все, все, карточки скидывайте. Кинешь, нет? 500 тенге? Я закину. Да не бзди, Влад. Честно? Смело. Честно? Мы... Почему Влада не платит? Ну потому что он уже друг мой. Понятно. Там, правда, ни от моего имени придет. Давай, ладно, Влад, я тебе упрощаю, честно. Если не балабол, давай хотя бы соточку. Вот этот номер Каспи. Давайте. Давай, напиши пароль. Знаешь, какой пароль напиши? Только не переключайся. Да, сейчас, секундочку. Пароль напиши «Привет из Лиссабона». Сейчас. 8871. Номер-то у вас не украинский, интересно, Ну, да? Каспи тоже ж не украинский. Людмила. Людмила К. Вы Людмила? Василий? Да, это моя кума. Может, дядя Вася зовут? Так я ж гражданин Украины, у меня кума Людмила. Все хорошо. Что, Стасик, серьезно лупанешь? Я Владик. Ой, блядь, Владик. Тебя Зарина зовут, не? Зарина Ше? Да, как у вас, Людмила К. Охренеть, а кто там, мама или кто? Это моя сестра старшая. Привет из Лиссабона. Штуку? Все, слушай, Султан, Влад, Ой, блядь. Влад угощает, рекламируй. Сука. 6 минут целых, брат. 6 минут. Кто бы, если не я? Тоже сбросишь? Ни хера себе, пацаны, вы сейчас, блядь, банк сделаете. Все, для вас песня. Мы привыкли помогать друг другу. Я казах, в Казахстане я живу и люблю свою. А какая и... Кто-то звонит, это вы звоните? Лиссабон? Нет, нет. Из Лиссабона, да? Это Лиссабон. Нет, ты не из Лиссабона, ты из этого, Гондураса напиши. А в девочке есть Каспий? Ну, вы это не наглеете. Нет, я маленькая еще. Не, я хочу вернуть ей, вы что, я не могу. Вам есть по 18 лет? Да, есть. Нет. Вам может удостоверение мое скинуть? Султанчик, красавчик ты. 1111, красава. А что вы такие, типа, ну, классные? Я даже сам в шоке. Мы тоже. Ну, лично я не. Давайте я вам спою один куплет песни украинской, хорошо? Да. Конечно. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні, у полоні печалі, може десь у лісах, ти черзілля шукала, сонце руту знайшла, і мене щарувала. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір, бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода синіх гір. Да, круто, пацаны, я даже не ожидал, что вы такие щедрые. Сказать, где вас показывали, нет? Да, да, скажите, мне интересно. Я посмотрим, да. Сейчас прочитаю. Молодцы, парни, казахстанцы. У меня 73% зрителей из Казахстана по статистике. О. Ну, мы вообще хорошие люди.
Да я вижу, может вернуть бабки? Не, что, Не, что там, пиар, просто пиар делаем тогда. Взаимный. Ну давай, пацан сказал, пацан сделай. Если ты хочешь тикток, у меня 76 человек смотрит. Ну, это уже результат, я считаю. О, какой ты в костюме красивый в Каспии, капец, Султан. Спасибо. Ты кем Да, работаешь? Железнодорожником я работаю. Охренеть. Короче, вот этот аккаунт, там 2 аккаунта будут в ТикТоке, где 1000 подписчиков, вот мы с ним вдвоем пишем контент вообще. Ну там, на досуге, может, посмотрите, или кто-то подпишется, если у него будет желание. Так, Вот, народ, больше мы ничего не просим. если у вас есть желание, ищите вот этих парней в ТикТоке. Ссылка, не ссылка, а аккаунт. Сейчас я отправлю в чат. Там 2 аккаунта будет, но пусть подписываются на где 1000 подписчиков. Да может и на тот, на 700. А Не, людей- надо догнать 700 тоже до 1000, тогда видеоконференция будет. Согласен. А чем, Рахметов, какой контент у вас? Разносторонний. А подайте какую-то интересную тему. Вот я вот задаю такие простые вопросы, многие ж плавают. Что у вас убойная тема? Мы тоже поплаваем, я думаю. Я ищу, например, за середину, честно вот скажу. Мы ищем, не можем найти. Ребят, позвонил зритель из города, не знаю, хочет что-то нам сказать. Послушаем. Давай. Ассаламу алейкум, Баурым. Давай, пан Василий. Джаксы, Рахмет. Меня хорошо слышно? Да, слушайте исключительно в Телеграме, да. Алло. Вас хорошо слышно, говорите. Выключите Да-да. трансляцию. Султан, трансляцию Алайсан. выключите. Султан, тебя спросили. Да. Нормально. Он ответил Нормалайсон. Султан, сен нормалайсында Султан, сен чемкенский курттың ба? Жоқ. Мен севера я, севера. Акмолинская область. Слушайте, в Телеграме отключите трансляции звука. Он услышал меня, да? Да, он северный олень, говорит, северный этот курт. Да, там северный, у нас обычно все чемкенские курды, язык титул нации хорошо знает. Так на севере же в основном русские казаки. Он меня слышит, да? Слышит. Язык титул нации хорошо Ну, знает. Так на севере же в основном русские казаки. Ты где родился? В Шымкенте родился, да? Нет, Акмолинская Или область. сразу там на севере родился? Север, Акмолинская В область. области, да? Нет, Акмолинская область. Что-то наши южные курды уважают язык титул нации. А ты что там? Тебе не нравится, что язык титул нации казахов? Почему я такого не Ты же как говорю? диаспора должен знать. Я должен, но не обязан его знать. Ау. Где такое написано, что я должен знать? Казахстан интернациональная страна. Во мне 2 крови. Между прочим. Смотри. Ты диаспора, например, да? Ты, например, диаспора. Ты говоришь, не должен, говоришь, ты знаешь, да? Я вам Как это совершенно- можно понять? Что он говорит? Ну, он спрашивает. Ты говоришь, не должен, говоришь, знать, да? Ну да, он спрашивает, почему ты не должен? Ты ж, если бы жил в Германии, у тебя была та же кровь, ты бы учил немецкий? Нет, Да ты же понятно. сам без родины. У тебя нету страна Курдистан. Ты теперь живешь в Казахстане, да? И ты говоришь, что я не должен знать язык титул нации казахов. Как это можно понять? Но не обязан, я вообще-то сказал, должен, но не обязан. Потому что Казахстан интернациональная страна, здесь много народов. Не как в Германии, извините меня, Ну Василий. смотри, в России тоже много народов, а все И знают что? русский. Они каждый... В России же находятся многие эти, они каждый свою нацию знает. Да, Если ну русский все знают, русский все знают. я родился на севере Ага. Казахстана. Среди русских жил, среди русских воспитывался. И откуда бы я сейчас узнал здесь казахский? А русским... Ну, правильно, тебе в школе же учили, вот это Казахстан, это республика Казахстан. Ты за счет бюджетов Казахстана, ты в этот садик ходил, в школу ходил. Наверное, высшее образование получил. Ну, что вы хотите этим сказать, я не понял. Что, ну? Это русофобы. Что? Мы Я про русофобов вообще не говорим, мы говорим с курдом. Ты что, зачем ты так говоришь? Ой,
Да, да, извините. Смотри, Султан, если хочешь знать ты, да, смотри, если ты хочешь узнать только язык русского языка, ты скажи, я хочу быть гастарбайтером в России. Ага. Все, мне не нужен казахский язык. Вот так скажи прямо. Нет, Я зачем? хочу Я быть же не- гастарбайтером в России. Всё, мне не нужен казахский язык. Вот так скажи прямо. Я не понял твою позицию, например. Никому моя позиция вообще... Я не мне должен дел- знать. Вы что-то каждому казаху звоните и узнаете вот эти Это вот он позиции? прямой эфир, почему каждому казаху? Нет, Я смотри, думаю, смотри, чем- вопрос в том, ты курд, который никогда не жил в России, живешь в Казахстане и не знаешь казахского языка, знаешь русский, понимаешь? Вот здесь Ну. у меня пазлы лично не складываются. Как? Курд, который не русский, не является, ты говоришь, интернациональное. Ты какой там, курдский есть язык? Существует? Не знаю. Ну, например, если он существует, ты его тоже не знаешь. Нет, не знаю. А какой-то перекос пошел у тебя, походу. Ну вот. И что от меня хотят? Ну, в школу от ты меня- ходил? Ходил. Что вообще цель его? Что от меня хотят сейчас? Чтоб я Что что, вы от казахский? него хотите? Спросите его. Конкретный вопрос. В чем проблема? Нет, смотри, Султан, тебе весь Казахстан смотрит, что титул нации казахи должны знать. Диаспора, вы же диаспора. Титул нации или не уважает. Вот тут ты прямо сказал, а я что, должен, что ли? Вот ты прямо сказал, вот я весь Казахстан узнал, что ты за человек, и что ты за диаспора, которая существует на земле казахов. Должен, но не обязан, я сказал так. Я так сказал. Должен. Я Смотри, согласился. Султан, здесь нормальный вопрос от титульной нации. Казах хочет в своей стране, в любой точке своей страны, чтобы его обслуживали, с ним общались на его родном языке. Чтобы не говорили приезжие люди, что мы тут интернационал, мы будем говорить здесь на китайском или английском или монгольском, понимаешь? Любой казах хотел бы, чтобы в его стране с ним общались на языке страны проживания. Согласен? Это нормально, в принципе. Государственный язык казахский и государственный язык русский. Вот в чем проблема. Но Значит, два языка, если два языка... Смотрите, один можно я должен расскажу, быть. если он слышит меня? Можно подождать? Султан, смотри, послушай меня. Вот смотри, когда на материк европейцы пришли, бледнолицые, уничтожили краснокожих, правильно, да? И там образовали страна Канада. Французский язык и английский язык, правильно? Но наши при оккупации или при империи до конца не уничтожили, правильно? Мы же остались же казах титул нации. Вот если ты живешь в Канаде, ты тогда сказал бы, я должен знать или английский, или французский. Но смотри, у нас страна казахов, Казахстан, значит титул нации казахи. Понял, да? Да. Такую же историю Российская империя хотела нас сделать, уничтожить до конца. И вас, всех курдов, или всех кавказских национальностей, всех восточноевропейских национальностей, или там с Дальнего Востока, всех корейцев привези, как африканцев. Например, в Америке же уничтожили титул нации индейцев, правильно? Вместо них кого привезли? Африканцев привезли. Зато скоро вот это африканцы не будут говорить оккупантам, что это страна моих прадедов, правильно? Ты понял, да, для чего африканцы привезли в Америку? Чтобы африканцы не будут говорить, это моя земля предков. Вас таких же, как вы, всех вас привезли, по такой же сценарий привезли. И вот ты говоришь, смотри, который вас привезли вагонами, тебе ты говоришь против, я не должен знать язык титул нации казахов. Я же Я не так понял. Сказал. Я сказал, должен знать. Но Тебе не дошло обязан. или не дошло? Вот, меня записывает же, вот конкретно, у меня пишет сейчас запись. Вы же это тоже, Василий, слышали? Было такое? Нет, Я сказал, Влад сказал, что два языка. Ты ему поверил? я Ну правильно. давай, открывай статью 7 Конституции РК. Давай откроем, ради прикола. Возьми телефон, Влад. Смотри, если ты проспорил, еще 500 залетит. Давай. Хоть 1000. Да ладно, 1000, ты уже так. Зарина будет говорить, где бабки? Давай, открывай. Статья 7 Конституции РК. Нет, я просто вот на самом деле вот я не могу понять суть. Ну как ты не можешь понять? Есть Не могу. титульная нация, живая. Их Нет, не я понял. истребили. Я Приезжает султан, мама султана, папа султана, дед султана и говорит, я почему-то где-то на севере живу, и у нас тут Нет. особый статус должен быть. А чем север отличается от юга? От меня что хотят конкретно? Я говорю, вот вопрос. Не могу просто Чтобы понять. ты не быковал, не говорил, что у вас два языка, потому что ты не прав. А у нас не два языка, да? Ну вот сейчас прочитай в голос первый абзац статьи 7.
О, Прочитай, Давай. пожалуйста, Влад, прочитай. в соответствии с Конституцией Республики Казахстан государственным языком является казахский язык. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. Где два государственных написано? Государство заботится о создании условий для изучения и развития языков народов Казахстана. Вот. Где написано два государственных? Конкретно. Наравне используется как Ну, хорошо. официально. Смотри, наравне- Влад, смотри. Влад, Наравне можно? это ты тот знаешь, и наравне знаешь другой. Согласен? Можно? Не наравне, как мне в школе преподавали. Нет, пан Василий, нет, вот так. Прочитал в Конституции. Конституцию, вот так надо им объяснять. Пан Василий, давайте я скажу им. Смотрите, диаспоры. Вот смотрите, Конституция номер 7, правильно, да? Первый пункт. Государственный язык — это казах тиля. Казах тиля — это значит страна казахов и титул нации казахов. Понятно, да? Теперь второй пункт. Когда вы, диаспоры, заходите в государственное учреждение, и госслужащие должны вас обслуживать на языке диаспоры. Все. Понятно, да? Понятно объяснил? Растрактовал. Мы То думали, есть да, обязан, не обязан вас в госучреждениях обслуживать на языке, который вы знаете. Все остальное... Это госслужащие. Это чиновники должны говорить на языке диаспоры. А то, Султан, смотри, Ну- я тебе еще простое скажу. То есть получается, что ты вот работаешь где-то, да, на заправке, например, директором заправки. Приходит казах, он, получается, ради тебя должен учить русский язык. Ради тебя. Он в своей стране. Ну, чтоб ты его обслужил, Русский, как и казахский наравне. Вы же сами только что сказали. ну, хорошо, ну почему вы не наравне? Почему вы не знаете? Казахи знают и свой, и русский. Не все казахи знают. Мы не все, мы же не единицы, что такие, что мы. Тут таких много. Ну, это правильно? Это правильно? Нет, а вопрос-то не в том, что правильно. Вопрос просто человек задал, Ну, почему почему ты... казах ради вас должен учить А иностранный язык? почему я должен ради кого-то учить? Вот он Нет. родился, Почему ради кого-то? Вы ради себя, вы в своей стране. У вас есть Ради закон. ради себя я казахский язык изучаю, да. И я изучаю к тому же и английский язык, да. Начинал в школе, по крайней мере, изучать. Не говорю, что изучаю, не буду. честно, Возможно. вот, например, я говорю, за свои все года ни разу в моей школе, я учился в школе, в колледже, учился вот на свою профессию, нигде прям казахский не было. В основном русский, был предмет казахский, я не спорю, был. Учили, все, отучились оттуда, все. И не было ни такой давки, что типа ты обязан. Ни разу, за сколько я живу А к здесь. чему это приведет тогда? К Ну, чему нет, ну приведет? я просто я клоню к тому, что вот он на меня как бы тоже говорит, то, что я, вот, ну, у меня неправильная позиция. Почему неправильная позиция, если я в такой среде расту? Тоже согласитесь, Василий? В какой среде я вырос, я так себя и веду. Не так, то, что я Шымкента приехал и такой начинаю говорить, все, я русофоб. Ну, или смотри, как это говорить? казахи обязаны учить русский язык, как ты думаешь? Нет, Султан, смотри. Нет, подожди. Пан Василий, давайте я ему скажу. Султан, смотри. Вот ты, например, диаспора курд, правильно, да? Тебе деваться некуда. Ты живешь в Казахстане, правильно? Вот, например, русские диаспоры, у них есть своя историческая родина имеется, Россия, ну, ты сам знаешь. Теперь, Да. может быть, или я ошибаюсь, их родители вот так говорят: Влад, зачем тебе казахский язык? Ты скоро поступишь в Петербург или Москву, и там у тебя будущая страна там будет. Ну, зачем тебе учить казахский язык? Это может быть, я так говорю. Я уже в И, может быть, я работаю в Казахстане. Вот Я, ты, если так разобраться, долго ты я определись, Казахстану или отдал. хочешь уйти в Российскую Федерацию, или... Я не хочу в Россию уезжать. Так получается, нужно... Тебя родители как тебя учили? Интегрироваться. Смотри, Султан, родители как тебя учили? Вот смотри, ты Его не слышно. Он завис, или что, да? эту, ты учи лучше. Ты лучше учи язык, казахский языка. Если хочешь с казахами, ты как мусульманин, с мусульманином проживешь. Тебе так не учили? Мусульмане не обязательно казахи. Ладно, диаспоролог. Тут сложная ситуация. Ребята как бы и готовы, но лень. И Нет, нет, всё остальное. нет, Василий, просто, да, может, я хочу узнать, может, их родители сделали ошибку? Может и сделать. Может, они, например, хотели учить казахский язык? Может, они хотели учить? Может, их родители говорили, зачем это язык? У нас есть Например, Влад, я понимаю, может, его будущее, наверное... Ага. Секундочку, потому что Пусть договорит, я сейчас скажу. отключите трансляцию. Почему вы себя слушаете на стриме? Вы себя сами сбиваете. Паузы делаем из-за того, что вы себя прослушиваете. Пацаны отвечают на ваш вопрос.
Да-да, пацаны, давайте, все, отключился. Давайте спокойно. Нет, просто смотрите, Василий, вот я вам хочу так объяснить, за казахский язык конкретно. Да. В том году, в 23-м году, летом я хотел в моем городе, у меня маленький город, я хотел начать учить казахский язык. Мне сказали, то, что набор идет с начала года, то есть уже я в том году не успел. В этом году я уже забыл за этот казахский язык, и теперь март наступил. Я о нем вспоминаю, мне говорят, ты опять не успел. Набор закончен. Как я буду учить казахский язык, если у меня... То есть, если ты забываешь, да, про него, ну, конечно, Я, ничего. с начала года я забыл, я согласен, я в работе. Не, послушай, это найти 1000 отмазок, почему это не делать, я вообще чемпион мира по отмазкам, я тебе честно скажу. Не, вопрос... Пан Василь, О, еще на наш... Алло. С севера, кстати. Салиман Сызба. Ваши землячки, скорее всего, да? саламатсызба, пан Василь. Кызылжар на проводе. Да отпустите этих пацанов, недоумков. Это второй сорт. Ну, чтобы знать языки, нужны мозги. Казахтың жігіттері свободно говорят сейчас и на английском, на казахском, на русском. Через год-два они уже не смогут нигде не работать абсолютно. Требования нарастают, и они об этом прекрасно знают. Вот они сейчас показывают свою несостоятельность, понимаете? Афишируют, да, свою неграмотность. Не могут они освоить язык. Для этого нужны мозги, а у них нет мозгов. Они надеются на толерантность казахов. Уже надоело нам быть толерантными. И еще, ну как, еще пару лет, и еще сверстники, они от своих сверстников по шее получат. Им не оставят выбор, они уедут на Россию с таким мышлением, с таким отношением. И жигитер, не делайте одолжения, не живите в Казахстане. Не надо отдавать долги. Не делайте одолжения. Вы не нужны Казахстану. Это вам Казахстан нужен. Запомните. Не живите с одолжением в Казахстане, пожалуйста. Не хотите учить язык, не хотите интегрироваться, не надо. Казахам это не надо, это вам надо. Как вы не поймете, это вам надо. Через год-два вы без государственного языка уже работать не сможете. У вас будут требовать везде. Вы сможете, да, но вы будете уже такой вот второй сорт, понимаете? А владеющие 3-4 языками, конечно, за ними все впереди. Все, пан Василий, отпустите их, это бесполезно. Это второй сорт, это они будут оправдываться. Плохому танцору яйца мешают. Вот им яйца мешают, знаете, мозгов нет. Спасибо, Назгуль. Эти ж парни слушают. Я с ней согласен, смотрите. Ну, как ни крути, все равно придет к тому, я сейчас как украинец вам скажу, если вы будете вот так медлить с этим делом, будете ответственно, Путин придет и будет вас защищать. Вот 100%. Расхуярит ваш Кокшетау, как город Бахмут, просто сравняет с землей. Понимаете? И вы, как человек дал присягу, возьмете оружие и пойдете, будете ебашить. Для того, чтобы у Путина не было никакой зацепки приходить вас защищать, максимально быстро, начиная со школы, вы уже это упустили, хорошей школа казахского в армии. Вы знаете, в армии много чего научились? Ну да. В основном, из казахского языка я выучил в армии маты. Тоже надо. Тоже надо. Все, Тоже надо. Учил, да. Ладно, я не буду сейчас здесь говорить, здесь очень какие-то, на самом деле, я вот свое мнение бы сейчас высказал по этому поводу, вот, за Путина бы сейчас, на самом деле. Но я не вижу здесь... Не, за Путина я сказал, потому что у него будет повод вас прийти защищать. Ну смотри, вот когда будет, смотри, будет латиница, вывески, обслуживание, понимаете, и вы, кто-то из таких диаспор скажет, вы что нас ущемляете? Вы что там вообще охренели? Путин, и все. Ну может быть такое, у нас такое было. Может быть, да. Мы хотели, чтобы у нас был украинский язык. Но у нас украинский и русский, он похож, нам легче. Потому что украинский язык все знают, только они его не используют. Что мы получили? Мы получили, кто-то взял и крикнул Путину помоги. Вот пришел, расхуярил полстраны моей сейчас. И мы сейчас защищаемся, понимаете? А в Казахстане это же... Да, мы не будем. Продолжайте. В Казахстане вы первые пострадаете. Смотрите, русскоговорящий город Харьков, русскоговорящий город Мариуполь уничтожен на 90% русскоговорящий. Не украиноговорящий город уничтожен, а русскоговорящий. Думайте наперед, забегайте наперед, старайтесь. Не забывайте, делайте напоминалку. Ну, постарались бы, если бы были бы недоумками, а так-то мы недоумки, мозгов у нас нету, то, скорее всего, будем ждать
наверное. Ну, не, Такого. не цепляйся, не цепляйся. Ну а как не цепляться к ним, если изначально Мы этих не людей понимают, знаем. не понимают наши позиции, где мы живем, мы там не прям топим, что мы же не против казахов, такого не говорили. А нас так выставили, как будто мы русофобы жесткие и все. И, ну как после этого, ну нет желания даже. Я не буду ничего вообще говорить. Все хорошо, как люди считают, как они поняли, все. Это их Это мнение. мнение двух разных говорю- людей. Смотри, Я говорить ничего не буду вообще. Все. Это мнение большинства, так сказать. Да. ну, Это, тогда вы, пацаны, тогда вы должны это все проглотить, набраться злости и сказать, давайте мы проанализируем, что не так. Тут мы упустили, тут мы штангу ударили, тут я лоханулся. Давай честно признаемся. Владу еще, как говорится, есть куда ехать, а тебе нет вообще куда ехать. Почему? Мне тоже некуда ехать. Ну, ты этнический, там, украинец или русский, или белорус. Нет, А кто ты? Немец? я также казах. Еще казах? Ну, тогда ты Вот. мог бы поинтересоваться, вы знаете, с какого вы рода, знаете? Я Аргын. Аргын, а ты? Нет, подожди, все, не говори ничего. Сейчас начнется. Нет, мы не будем продолжать, потому что сейчас начнется. Сейчас Аргын. Вы оплатили, блин, 1111 тенге, это бешеные бабки. Я уже пожалел на самом деле. Ну Вот, все, я вернусь сейчас тогда. Нет, возвращать не надо. Давайте, все, вам счастливо. Не знаю. Ну давай подобьем небольшой итог. Ваня. Еще звонят, один принимаем звонок. Алло, Я уже боюсь уже. Сейчас. Да ладно, боюсь. Оскар, салам алейкум. Да-да. Аргын сен. Я же говорю. Да, я сказал. Повтори, пожалуйста. Аргын ішінде кімсің сен? Аргын. Все. Не знаете, что сказал? Не. Они из Аргентины. Аргентинец? Из какого ты РУ? Средний? Это жуз. Не позорься. Средний. Средний русский. Средний. Ум у тебя средний. Мозги у тебя средние. Аргын он.